У нас сегодня очень интересное мероприятие, очень интересные гости приехали к нам в филиал. Подобные мероприятия мы будем впервые проводить непосредственно с участием студентов, наших. Соответственно, гости представятся, сами расскажут о себе, кто они и с какой целью приехали. Я хочу вас просто попросить внимательно послушать все, что будет здесь говориться, и активно принимать участие в этом мероприятии. Оно не предполагает скучную длинную лекцию, здесь различные форматы будут, в том числе и визуальные достаточно будут интересные, вы уже видите, наряд. Поэтому активненько участвуйте, и я думаю, что это мероприятие принесет вам большое количество знаний, пользы и расширит ваш кругозор в сфере межнациональных, межкультурных отношений. Спасибо большое. Меня зовут Патиев Фархат Абдрахманович. Я возглавляю Федеральную национальную культурную автономию курдов Российской Федерации. Параллельно являюсь членом Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям и вхожу в состав комиссии по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей и молодежи. Сегодня я приехал сюда не один, здесь мы со своей командой, с которой мы вместе ездим в регионы и проводим мероприятия подобного рода, общаемся с учащимися средних общеобразовательных учреждений, вузов, и мы сегодня приехали к вам. Позвольте представить Амину Крайш, это заместитель руководителя комитета по образованию Федеральной национальной культурной автономии курдов России, и моя помощница Шушан Ахметова, она студентка аграрного промышленного колледжа города Мичуринск Тамбовской области. То есть мы сегодня представляем здесь сразу три субъекта: Москву, Московскую область и Тамбовскую область. И вместе с тем мы Федеральная национальная культурная автономия курдов. А в моем лице мы представляем Совет при президенте по межнациональным отношениям. Тема сегодняшнего нашего семинара называется «Курдские традиции и современность». У меня будут к вам вопросы, я хотел бы, чтобы вы очень постарались активно на них отвечать. Сейчас вопросы общего характера, касающиеся народов России. Просто, если вы слышали, если вы знаете что-то об этом народе, вы просто поднимите руку. Больше от вас ничего не требуется. Хорошо? Азербайджанцы? Таких даже нет. Хорошо. Осетины? Русские? Курды? Сегодня услышали, да? Хорошо, спасибо. По-вашему, что значит защищать Родину? И как это можно сделать? Нужно, чтобы вы подняли руки и ответили. Кто может из вас сказать, что значит защищать Родину и как это можно сделать? Каким способом? Пожалуйста. Меня зовут Алексей. Я третий курс. Я считаю, что Родину можно защищать, как вот делают у нас в данный момент военные, солдаты. То есть защищать оружием. Да, защищать интересы, как делают политики на международной. Защищать интересы, как это делают. Защищать честь, как спортсмены на соревнованиях делают. Да, на международной арене можно защитить свою родину, представляя лучшие результаты в спорте, например. И все. Больше здесь. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Анастасия, третий курс, юриспруденция. Защита это также может являться заботой, то есть действительно Олимпиада в таком случае будет являться заботой о стране, ее защитой, ее честью и достоинством. Помимо этого, также у нас есть знаменитые люди, будь то музыканты, художники, те, кто занимается танцами и прочее, это тоже своего рода представление богатства нашей страны и тоже своего рода защита. Так что и действительно и в политике таким образом, как ранее перечислила Алексей, можно защищать страну, но и также показывать все ее достоинства, это тоже будет своего рода защита. Хорошо, спасибо. Александра, третий курс, юриспруденция. На мой взгляд, защита Родины – это отстаивание внутреннего и внешнего суверенитета страны. И его осуществление, на мой взгляд, никаким образом не соотносится с Олимпийскими играми, например. Потому что Олимпийские игры – это не защита, это отстаивание просто интереса, спортивного интереса, спортивной культуры страны. А защита представляется наверное, введение каких-то определенных методов борьбы, когда это представляет явную угрозу. И члены Совета при президенте по межнациональным отношениям, и вся наша большая команда во главе с Федеральным агентством по делам национальности, чтобы сделать все от нас зависящее для того, чтобы дружба и единство народов России, она
крепла. И никто, никакая сила не могла внести раскол в российское общество. Единое российское общество. Курды — это сегодня один из народов России, но это не коренной народ Российской Федерации. Если говорить о Российской империи, то после того, как Россия овладела Кавказом, часть курдского этноса оказалась в составе Российской империи, стали подданными Российской империи. Какая территория? Территория, которая когда-то принадлежала Персии. Вот Кавказ, сегодняшняя Армения, Азербайджан, Грузия, они входили в состав Персидской империи. Но после войны между Российской империей и Персией эти территории отошли России. И на этих землях жили курды. Сейчас я слово предоставлю своей помощнице Амине Крайш. Она вам расскажет о курдских национальных костюмах. Мужской национальный костюм состоит из следующих элементов. На голову курдские мужчины надевают войлочную шапочку. Она в зависимости от региона может иметь разную форму, от плоской до вытянутой. Шапочка оборачивается платком, скатанным в жгут. Существует не менее 20 разновидностей завязывания платка на голове. На тело надевается рубашка и широкие штаны. Штаны бывают трех видов. Широкие и ровные по всей длине, широкие в верхней части и суженные у щиколотки, широкие в верхней части и суженные от колен до щиколотки. А теперь мне нужны будут 4 эксперта по курдским национальным костюмам. 4 самых уверенных в себе эксперта по курдским костюмам. Проходите. Так, 1, 2, 3. Так, еще. Есть 3 разновидности жилеток, мужских жилеток в курдском костюме. Чем они отличаются, эти жилетки? Пожалуйста. Длиной рукава. Длиной рукав. Какие бывают рукава? Безрукавные. По бицепсы. По бицепсы. Нет, И? вот так, наверное, вот так. Ну, я не знаю, Ну, да. как средней скажем, длины и так. по То есть, локоть. чтобы не полностью закрывало. И полностью. Шаг вперед, правильно. Сколько курдов в мире? Все Курдов. 50 миллионов. 50, пожалуйста. Сейчас мы хотим показать вам курдские национальные танцы, как они выглядят. Курды вообще очень энергичный, живой народ, боевой народ. И танцев у курдов более 400 разновидностей. Более 400 разновидностей. И все танцы, они коллективные. Это центральный регион. Здесь температурный режим позволяет одевать именно этот костюм. Особенность этого региона — костюмы состоят из 2 частей. Платье и сверху накидка. Это просто концерт, выступление группы. Из недр курдской истории до наших дней дошла традиция совета пиров. Пиры, старейшины, во все века обладали значительным влиянием в решении самых разных вопросов. Даже курдские князья и эмиры не могли принимать полностью самостоятельных решений, игнорируя мнение совета. Традиционно создание семьи начинается с выбора невесты. Найти человека, союз с которым принесет долгие годы любви и согласия, непросто. Поэтому для каждого важно получить мудрый совет, поддержку и одобрение пиров. А вот так завязывают мужчины. То есть платок должен быть согнут пополам. Ну, начало у всех, видимо, народов одинаковое. Дальше вы берете чуть шире головы, вот часть платка, и ее немножко заворачиваете. Заворачиваете, чтобы получилась такая фигура. Сзади идет соединение. То есть это делаете большим и указательным пальцем. И после этого берете одну сторону и заматываете в противоположную сторону. Так, сформируйте жгут. У зеркала вы можете красивый жгут сформировать, чтобы ничего не торчало. Здесь вы решили сделать как курдские военные, которые жгут заворачивают. Так? Да. Вы молодец. Все, вот так. Вот, настоящая курдза. Вот
парень влюбился в девушку. Ну, увидел ее где-нибудь на свадьбе чьей-то или еще где-то. Кому он должен сообщить об этом? Сестре. А если нет сестры? Кому-нибудь из родственниц женского рода молодой? Да, пожалуйста, шаг вперед. Нужно сообщить сестре, потому что сестра потом сообщит об этом родителям. Помните, как зовут старейшин, которые решают судьбу вот этих семей? Можно ли им объединяться, подходят ли парень и девушка друг другу, подходят ли их роды друг другу, может быть, есть какие-то несоответствия, как в индийской астрологии, совместимы, несовместимы. У курдов кто это решает? Как нас зовут их? Пиры, да. Совет старейшин называется пир. Балур. Древние раскопки утверждают, что это самый древний музыкальный инструмент. Издавна он был пастушим приспособлением. В переводе с курдского балур – это тростниковая флейта, с помощью которой скотоводы разжигали костер. При этом из полостной дудки исходили звуки, которые смыкались в чабаны, сумели сложить мелодии. Традиционный инструмент изготавливают из дерева. Мастера предпочитают брать податливую твердую древесину. Подходит дерево абрикоса, сливы, самшит, ясень. Его длина 60-80 сантиметров. Так, следующий вопрос. Как на вас, какой из видов инструмента является самым древним? Духовые, струнные или щипковые? Щипковые считаете вы, так? Кто-то еще по-другому думает? Поднимите руку. Духовые считаете? Еще раз. Щипковые, струнные, духовые, ударные. Ударные. Да. Ударные — это самые древние инструменты. Что в завершении хотелось бы сказать. Спасибо вам большое за активное участие в нашем этнокультурном семинаре. Мы, позвольте, от имени Федеральной национальной культурной автономии курдов России, от имени Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям пожелать вам успешного завершения учебы. Мы надеемся, что у вас будет достаточно воли для того, чтобы двигаться к своей цели. Поэтому старайтесь.